песни вы в сердце выросли. Цветите в полях страны, пламенной силой правды на жизнь вам права даны. Вы чувства мои и помыслы, вы слезы. Я не был лжив. Умрете, меня забудут. Вы будете жить, я жив. Пусть сердце пылает в песне, правда ей дорога. Песней ласкал я друга, песней громил врага. Чужды мне были слабости, мелкой, лоскутной жизни. Пусть песня звучит любовью к моей дорогой отчизне. Пусть клятвой предсмертное сердце в любую стучит погоду. Все песни отдал стране я, а жизнь своему народу. С песней я шел сквозь пули, с песней весну встречал. Последнюю песню пою я под топором палача. Песни меня учили, как жить и как смерть встречать. И верю я, смерть моя тоже будет песней звучать. Светлой памяти героя, поэта, гражданина Мусы Джалиля посвящается сегодняшний вечер. Его жизнь стала символом несгибаемой воли, примером подлинного мужества и верности Родине. Его стихи учат нас самому главному – быть человеком с большой буквы. Истоки творческого пути поэта берут начало в Оренбургской губернии, в деревне Мустафино. Родился Муса Джалиль 15 февраля 1906 года. Он был невысоким, черноволосым, кореглазым, очень подвижным мальчиком. Несмотря на бедность, отец стремился дать детям образование, и уже 6 лет Муса учился в медресе и проявлял редкую любознательность и смекалку. С 12 лет он начал писать стихи. Поэт особенно любил детей, веселых, озорных, трудолюбивых. Для них он создавал стихотворения, песни, игровые пьесы. И сам в душе всегда оставался таким же светлым ребенком. И сейчас для вас выступит детский ансамбль «Кунеле Балачак». Давай что-нибудь напишем. И вот та песня, которая прозвучит, он ее написал, я говорю, а взрослым. И взрослые, для взрослых написал, это вы в завершении услышите. Песня Муса Джалиля. Слова Евгения Китай, музыка Дадуха Туржанова. Ближе шаг. Не слышу вас, ребята. Поем залом. Классно поете.
Артем Марбаев, перевод Евгений Китаев. Dağlarının atanı, dağların atanı, dağlar bulaşan, dağların Погромче бы, поярче. asıl kalan sevinim, ıstırılsın dilim, hastanında anladı, yıldızlar sevinim. La 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 la, la 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 la, la 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 И вместе. Ла-ла-ла-ла-ла. Когда вы еще попоете? Поем? Ла-ла-ла-ла-ла. Красотою ты вода, мой родной синий палай, расцветай и уставай, новых гениев рождай, светлой нежностью согрей, здесь оставили свой след, и еще горит каждый палец юной. На всех фронтах Великой Отечественной войны. Называется она «Катюша». Улыбаться будем, да? Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Расходила на берег Катюша, на высокий ветры. Поможем? Приходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Ходила, песню заводила, Настя тепло осиновала. Завтра выезжаем на гастроли, хорошо поете. Передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он бережет родную, а любовь Катюша Поем все. Пусть он бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Можно потихонечку подпевать. Поплыли туманы
по-русски просто родничок медовый получится, да? Освежил тропинку, напоил травинку, родничок веселенький побежал в низинку. Сумерек водится, подходи напиться, струйкой очень звонкой А о чем звонишь ты и куда спешишь? Заходи. Прямо Заходи. лишь ты домой. Сумерек водится, подходи напиться. А то мама переживает, как нашу песню поет другой ребенок. Надо лучше поклониться. Может, нам похлопать даже? Куда спешишь ты? Прямо к морю синему, лишь ты напоишь. Сумерек Можно водится, подпевать. подходи напиться. Струйкой очень звонко серебрится тонко, серебрится тонко. Вот. Спасибо большое. Валенки ты, валенки, да не подшиты старенькие. Валенки ты, Можете подпевать, только не хлопайте по карту, не слышно. валенки носить. Да на валенки подшить. Поем валенки, валенки. О, как будто по рюмочку уже пропустили. Коля, Коля, Николай, да сидит дома, не гуляй. здорово поете. Только Татьяна Динарина покажется лучше. Не поет. Можешь громче спеть. Следующий вопрос. Thank you.
поможем? Только он высоко поет. Буквально 2 куплетика. Ни мороз мне не страшен, ни жара. Удивляются даже доктора. Почему я не болею, почему я здоровее всех ребят из нашего двора? Потому что Пошли. Знаете тут слова? заниматься гимнастикой Как им тебя не хватает? потому что водой из-под крана обливается каждый день. Трудный задали надо нам урок. Сделал я все, что надо, точно все. Я без устали трудился, в состязаниях отличился и успел ответить на кота. Почему? Потому что Утром рано поем, заниматься мне гимнастикой не лень. А потому что водой из-под крана обливаюсь каждый день. Ну вот, твое желание исполнилось. О вероломном фашистском нападении многих застало врасплох. Было тревожно. Что будет дальше? Как сложится жизнь? Муса Джалиль 23 июня 1941 года пошел в военкомат. 13 июля был призван, а в августе 1941 года направлен на курсы политработников. В декабре 1941 года Джалиль заканчивает курсы в звании старшего политрука, а в начале 1942 получает назначение на Волховский фронт в редакцию газеты «Отвага». Муса Джалиль говорил: «Военкор – это далеко не мирное и спокойное занятие. Я не боюсь смерти, это не пустая фраза. Когда мы говорим, что презираем смерть, это на самом деле так. Великое чувство патриотизма, полное сознание своего общественного долга убивает страх. Цель-то в жизни в этом и заключается – жить так, чтобы и после смерти не умирать. Вот и думаю я, если погибну в Отечественной войне, проявляя отвагу, то эта кончина совсем неплохая». Луч поляну осветил и ромашку разбудил. Улыбнулись, потянулись, меж собой переглянулись. Ветерок их приласкал, лепестки заколыхал. Их заря умыла чистой, свежей росой душистой. Так качаются они, наслаждаются они. Вдруг ромашки встрепенулись, все к подружке повернулись. Эта девочка была не как все цветы бела. Все ромашки, как ромашки, носят белые рубашки. Все, как снег, она одна, словно кровь, была красна. Вся поляна к ней теснилась. «Почему ты изменилась? Где взяла ты этот цвет?» А подружка им ответ: «Вот какое вышло дело, ночью битва здесь кипела, и плечо в плечо со мной тут лежал боец-герой. Он с врагами стал сражаться, он один, а их 15. Он их бил, не отступил, только утром ранен был. Кровь из раны заструилась, я в крови его умылась, он ушел, его здесь нет, мне одной встречать рассвет. И теперь по нем горюя, как чулпан, звезда, горю я». Во фронтовой жизни Джалиля отражаются военные будни. Поэт рассказывает о разведке, о работе госпиталя, о партизанской войне. Он мечтает об освобождении захваченных фашистами стран. Положение на Волховском фронте было тяжелым.
редакция газеты «Отвага» почти месяц работала в условиях полного окружения. Связи с частями не было. Из 24 сотрудников редакции из окружения вышли только 3. В июле 1942 года родные и близкие Мусы Джалиля перестали получать письма с Волховского фронта. Ну а сейчас приглашается татарский народный фольклорно-этнографический ансамбль «Исталяк». Пожалуйста. Если засиделись, можете потанцевать. Стало известно, что тяжело раненый поэт не сумел покончить с собой, поэтому и был взят в плен. Это произошло в июле 1942 года. Но и в эти первые, самые горькие дни фашистского плена заря над колючим забором ему кажется знаменем, поднятым друзьями, и он верит в скорое освобождение, мечтает снова быть в рядах воинов.
И в плену надо было жить и не просто выживать, но и сохранять честь, достоинство, совесть, искать способы борьбы с врагами. Но проходят дни, недели, месяцы, сотни военнопленных гибнут от голода, истязаний и ран. И больше всего угнетает мысль о его беспомощности, о бесцельной гибели, когда еще можно совершить столько славных дел во имя Родины. Я прежде не думал, не гадал, что сердце может рваться на куски. Такого гнева я в себе не знал такой любви, такой тоски. Я лишь теперь почувствовал вполне, что может сердце так пылать во мне. Не мог его я Родине отдать. Обидно, горько это сознавать. Стихи были духовной пищей военнопленных, опорой и путеводителем в тяжелых испытаниях. У сотен и тысяч людей они пробуждали гражданское чувство солдата, укрепляли духовные связи с отчизной и чувство причастности к родине. Слушая песни Джалиля, люди плакали и сжимали кулаки. Они воспринимали их как призыв своего народа к священной борьбе. Песни вселяли в сердце веру в победу, вдохновляли на героические поступки. Осенью 1942 года фашисты создают мусульманский легион Идель-Урал, рассчитывая на предательство военнопленных. Но ни один выстрел солдат легиона не был направлен в сторону Родины. Это было заслугой Джалиля и его товарищей. Они разагитировали солдат легиона. Джалиль наладил в неволе выпуск листовок. Вновь он служит Родине как журналист и как патриот, а в стихах самое сокровенное. Только одна у меня надежда. Будет август во мгле ночной, гнев мой к врагу и любовь к отчизне выйдут из плена вместе со мной. Они планировали восстание на 14 августа, но 10 августа его отправили в тюрьму Моабит, выйти из которой уже не было никакой надежды. В небе птица летит, взмывает до облаков она, а я лежу на полу, руки мои закованы. Я знаю, как сладко жить. О, сила жизни победная, но я умираю в тюрьме. Эта песня моя последняя. Мысли о смерти заставляют Джалиля испытывать горечь и боль от своего бессилия, особенно остро воспринимать оторванность от Родины. Это последняя обида, которая нанесла поэту судьба, отдававшая его псам на растерзание. Джалиль не только обличает врагов, а значительное место в моабитских тетрадях занимает стихи также о любви, о дружбе, о счастье, непосредственно обращенные к адресату от сердца к сердцу. Быть может, годы будут без письма, без вести обо мне, мои следы затянутся землей, мои дороги зарастут травой. Быть может, в сны твои печальные я приду, в одежде черной вдруг пойду, и смоет времени бесстрастный вал, прощальный миг, когда тебя я целовал. Джалиль часто говорит о любви. Преодолевая расстояние, побеждая время, он сохраняет свою чудодейственную силу. Любовь и мужество, утверждает поэт, неразрывны. Любовь – это высшая награда храбрости. Рядом с образом любимой в лирике Джалиля часто возникает образ дочери. В плену Джалиля охватывает мучительная тоска по своему ребенку. Дочурка мне привиделась во сне, пришла, пригладила мне чуб ручонкой. «Ой, долго ты ходил?» – сказала мне, и прямо в душу глянул взор ребенка. От радости кружилась голова, я крошку обнимал, и сердце пело. И думал я, так вот ты, какова любовь, тоска, достигшая предела. В детях поэт видел будущее народа и залог радостного торжества жизни. Придет день, зарастут окопы, зазеленеет земля. А сейчас на сцену приглашается татарский народ.
Берег сосновый да берег степной, а между ними, играя волной, светится дивное диво любимой реки. Над их душой плывут облака, в ясной воде отразятся слегка вечные строники, как пути до реки. Ярко светит луна, вдоль берега моря идет, и поет, и шумит вода, сад осенний листвой, Севастополь, Севастополь, золотые деньги, посвятили в пути не раз, творили войны. Севастополь, Севастополь, золотые деньги, посвятили в пути не раз, творили войны. Потихонечку двигаемся. Здесь помнишь текст или... Эй,
в небе закат. Прятки по божеским законам, разгулявшиеся дни, победу верил непреклонно, антифашисту сожжали. Безрадостные стены Моабита, но пусть свободы браку не унять, пусть правды строки до поры сокрыты, но ими наполняется тетрадь. Но открыл сражений со злом и с любовью святых, нежность малой ромашки, омытой кровью солдата. Мечты самой мирной на свете мечты, растворяется в небе восход, в небе заката. Поэтому далеко были, вот встретились. Не вынесла душа поэта. Первый солист был Давид, текст. У меня. Шарк, 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 шарк,
такое слово. Yaşaları güldüne, güzele güldüne, kulacı azad ile. Dünyalara güldüne, emekları, kırışıkları, kırışıkları da yaşanın kaydarı kumları, sevmalıkları, kırışıkları, kırışıkları da yaşanın kaydarı kumları. Августа 1944 года фашисты казнили Мусу Джалиля. Первую весть о поэте нам принесли солдаты, штурмовавшие Берлин, захватившие Ленинград. Во дворе среди разных бумаг они нашли вырванную из какой-то книги страницу, на которой было написано: «Я, татарский поэт Муса Джалиль, заключен в Моабитскую тюрьму за политическую работу против фашистов и приговорен к смертной казни». Первую записную книжку Джалиля принес в Союз писателей Татарстана в конце 1946 года бывший военнопленный Нигмат Терегулов. Через многие страны, Францию, Италию, Египет, Турцию прошла эта книжка. В ней 60 стихотворений и завещаний. Другу, который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадку. Это написал известный татарскому народу поэт Муса Джалиль. Испытав все ужасы фашистского концлагеря, не покорившись страху 40 смертей, был перевезен в Берлин. Здесь я был обвинен в участии в подпольной организации и в распространении советской пропаганды и заключен в тюрьму. Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, выпусти их в свет, как стихи погибшего поэта татарского народа. Это мое завещание. Муса Джалиль, 1943 год, декабрь. Вторая записная книжка была прислана в Москву в Союз писателей в 1947 году из советского посольства в Бельгии, куда ее доставили по поручению антифашиста Андре Тиммермана, бывшего узника Моабитской тюрьмы. Особую глубину стихи Джалиля обретают на родном татарском языке. В них звучит дыхание земли, память предков и музыка родной речи. И сегодня мы услышим стихотворение Мусы Джалиля в исполнении Ахунджанова Дилянур. Которое написано было в 1943 году, которое входит в цикл моабитских тетрадей. И здесь говорится о том, что сравниваются люди с волками. И говорится о том, что даже волки не такие жестокие, как люди. Иногда порой бывают. Кешеләр сугыша, кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, күпме яшь ат ите, ялтырый беренең күзләре. Бит моны төн буе атышып тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре исереп кешеләр канына йөргәндә сискәнеп туктады. Бер авыр яралы янына. Яралы ыңгыраша, саташа, каенга терәгән башкаен. Кызганып егетне җил белән тибрәнеп сыкрана аккаен. Кызганып егетне елыйлар Миләүшә һәм Ләлә чәчәге. Тәгәри үләнгә чык түгел, гөлләрнең гынахсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады һәм кинәт нидәндер сискәнеп бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйфь сулышы бәрелде бүренең борнына. Юк, бүре тимәде. Сак кына борылып юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне. Яртылаш ул тайган исеннән шулай да яшәве өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шампуньлар бастылар. Уйганчы җафалап соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан кыя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр, ах,
ләкин бүреләр бу кадәр үк йырткыч түгелләр. Муса Джалиль получил звание Героя Советского Союза посмертно 2 февраля 1956 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Это высокое звание было присвоено ему за исключительную стойкость, мужество, отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, а также за организацию подпольной деятельности в немецком плену. Сердце с последним дыханием жизни выполнит твердую клятву свою. Песни всегда посвящал я отчизне, ныне отчизне я жизнь отдаю. Пел я весеннюю свежесть почуя, пел я, вступая за родину в бой. Вот и последнюю песню пишу я, видя топор палача над собой. Песня меня научила свободе, песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит. Уважаемые гости, Муса Джалиль доказал, быть поэтом и воином можно. Можно оказаться в плену и остаться свободным. Сегодня, вспоминая судьбу и творчество Мусы Джалиля, мы вновь убеждаемся, перед нами не просто поэт, перед нами человек огромной внутренней силы, для которого честь, родина и ответственность перед будущими поколениями были не просто красивыми словами, а смыслом жизни. Его путь – это путь служения. Служение своему народу, служение культуре и служение правде. Даже оказавшись в неволе, он остался свободным духом. Даже перед лицом смерти он продолжал с миром и с языком поэзии. И сегодня его строки звучат как завещание нам, живущим, беречь мир, помнить историю и оставаться людьми в любых обстоятельствах. Для нашего музея большая честь быть пространством памяти и местом живого диалога поколений, местом, где слово поэта продолжает звучать.